Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, участники сегодняшнего нашего собрания. Мы начинаем очередное собрание Республиканского методического объединения предметной области искусства. И моя задача сегодня, собственно, анонсировать несколько мероприятий, которые планируется провести в этом году в рамках, в общем-то, инициативы Республиканского методического объединения предметной области искусства. И я должна сказать о том, что по регламенту работы Республиканского методического объединения у нас происходит смена руководителей в течение раз в 2 года. В прошлом году у нас работала преподаватель Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа номер 1 Чичкарева Наталья Александровна. В этом году у нас появился новый представитель Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа. Это у нас Надежда Александровна Жукова. Вот в эти 2 года Надежда Александровна будет работать со мной и непосредственно с учителями музыки, потому что в данном случае наша предметная область, она очень широкого плана, она 3 предметные области рассматривает, это изобразительное искусство, музыка и мировая художественная культура. И в этом году мы, может быть, пока на правах секретаря нашей комиссии, тоже предложили еще одну кандидатуру, это Жукова Надежда Александровна, Жукова, ошиблась, извините, не Жукова, нет. Это Чегисова Ольга Олеговна, она учитель русского языка и литературы и мировой художественной культуры гимназии искусств. То есть, собственно, она тоже будет представлять представителей мировой художественной культуры, потому что там работают у нас не только учителя русского языка и литературы, но бывают еще и музыканты, и бывают и художники там работают. Но, собственно, предметная область, она немножко отличается от таких практических предметных областей, как музыка и изобразительное искусство, но, тем не менее, вот у нас так изменился состав. Теперь по собранию, там первый лист, где у нас повестки собрания был, я немножко пропустила, но я озвучу вопросы, которые мы сегодня рассмотрим в рамках нашего собрания. Это первое, это мы опять возвращаемся к вопросам предметной концепции, как основы обновления содержания образования. И в данной ситуации сегодня мы анонсируем мероприятие, которое предлагает нам Москва. Затем у нас 14 октября началась кампания по конкурсу, по региональному этапу международного конкурса детского творчества, это «Красота Божьего мира». И я, конечно, хочу проанонсировать именно это мероприятие для участников, для потенциальных участников, чтобы вы активнее приняли, уже сейчас собрали свои материалы и активно начали отправлять заявки, потому что времени у нас, к сожалению, очень мало, очень долго подписывались положения и документы, и сроки, естественно, у нас, как всегда, очень короткие для того, чтобы мы могли провести этот конкурс, провести экспертизу этого конкурса. Следующий момент. Мы уже 2-й год обсуждаем, и, собственно, проведение конференции, о которой мы говорим очень давно и которую мы хотели провести. Немножко мы задержались, правда, с ней, потому что я думала, что у нас получится провести эту конференцию на каникулах. Но, к сожалению, чисто разработческие факторы нас не позволяют вынести эту конференцию, не подготовленную на сегодняшний день пока в полной мере, на такое широкое обозрение, поэтому мы даем возможность и вам подготовиться более основательно, и о сроках перенесения конференции, то есть я сегодня тоже об этом расскажу. Затем мы и в рамках методических рекомендаций я дам, как можно будет зарегистрироваться на сайте конференции для того, чтобы стать участником этой конференции. Следующий момент. Вот этот момент, наверное, расскажет нам Надежда Александровна. Это
Тоже мы поднимали уже этот вопрос уже в прошлом году. Наталья Александровна об этом говорила, о турнире, о третьем республиканском турнире по музыке среди школьников, который проводит у нас музыканты уже который год, и он уже рекомендовал себя за конкурс. И, наверное, тоже такие же обстоятельства, что немножко как бы нету активности со стороны потенциальных участников. Хотелось бы, чтобы... Да, хотелось бы еще раз напомнить о да, турнире что и такой турнир у нас проводится, да, и зарегистрироваться, принять участие, собственно, в этом турнире. Вот такие у нас как бы вопросы. И еще некоторая ситуация в разном. Поясню, какие мероприятия проводятся. И, собственно, то, чем занимается РМО, мы прекрасно уже помним. Вы помните, что мы занимаемся экспертизой методических материалов учителей наших предметных областей. У вас всегда появляется возможность опубликовать эти материалы, если вы выходите на нас как на организаторов, и мы с вами дорабатываем материал для возможной публикации на сайте сообщества и обсуждения этих материалов на сайте сообщества. Должна сказать, что сайт сообщества всегда обновляется, я держу руку на пульсе и стараюсь как можно более современные материалы там публиковать и современные информационные ресурсы. Поэтому там появились два новых информационных ресурса. Это культурный норматив школьника и появился еще новый, это культурный марафон. То есть два сайта, с которыми можно познакомиться в рубрике «Полезные ресурсы». Поэтому, пожалуйста, участники, которым это интересно, это актуально, можно заходить собственно, на нашу страничку на портале «Открытое образование Республики Коми» и знакомиться с последними материалами, которые мы публикуем в нашем сообществе. И всегда там анонсируются наши мероприятия. Поэтому, собственно, о материалах, о которых я буду говорить и делать, да, то есть они всегда анонсируются в материалах как бы площадки РМО. И теперь я возвращаюсь, собственно, вот теперь я начинаю раскрывать вопросы. Я думаю, сегодня информация будет очень полезна для всех учителей предметной области искусства, в связи с тем, что на нас вышел институт, федеральный государственный бюджетный институт Московской академии наук, да, с семинаром. То есть я вот сейчас вы видите слайд, который я показывала на прошлых собраниях в рамках концепции. То есть мы знакомились с вышедшей концепцией и знаем, что она начинает реализуется, и ее разделы, мы их анализировали. И вот теперь, собственно, вот такая информация, которая поступила практически сегодня, 13 ноября 2019 года. Институт развития образования планирует совместно с Московским институтом, Федеральным государственным бюджетным институтом Академии, художественным институтом провести такой установочный семинар, связанный как раз с вопросами реализации концепции преподавания предметной области искусства. Анонс программы семинара на 13 ноября. Цель этого семинара – это информирование об изменении содержания формы урока искусства и обучении учителей предметной области искусства новым формам работы в рамках реализации концепции. Они предлагают рассмотреть следующие задачи. Это информирование вас, как участников и реализаторов концепции, обучение учителей новым формам преподавания музыки, изобразительного искусства и мировой художественной культуры в школе, презентация и продвижение эффективных художественных практик на базе внеурочной деятельности и обсуждение и выработка предложений по использованию этнокультурного, они пишут регионального, мы все-таки говорим этнокультурного компонента на уроках искусства, внеурочной художественной и музыкальной деятельности. Ориентировочно целевая аудитория – учителя предметной области искусства, методисты муниципальных управлений образования, педагоги дополнительного образования. И на установочный семинар приглашаются самое максимальное количество слушателей, которое может появиться, более 100 человек. Значит, институт, сроки у нас, собственно, проходят обсуждение, и информация по срокам проведения будет представлена дополнительно, потому что за эти 2 дня мы будем готовить информационное письмо, которое разойдется по управлениям образованием, потому что это задание правительства Республики Коми по проведению этого семинара, поэтому оно проходит в рамках госзадания.
И, естественно, наше правительство и наше Министерство образования, Министерство культуры должно быть заинтересованы, что как можно больше участников приняло участие в этом семинаре. Поэтому семинар очный. И поэтому письмо будет в короткие сроки, в ближайшие сроки разослано по управлению образования, чтобы вы были в курсе, что такой семинар проводится. Выходите на своих управленцев и постарайтесь на этом установочном семинаре быть. Кроме того, значит, организаторы предлагают после 13 ноября на 14 и 15 предлагают реализацию курса повышения квалификации по данной теме для тех же учителей, предметников, ведущих изобразительное искусство, музыка, мировая художественная культура и педагогов дополнительного образования, то есть центров дополнительного образования. Сюда могут у нас войти и хореографы, и музыканты, и художники, и другие представители. И я думаю, что это может быть интересно и для преподавателей детских школ искусств, детских художественных школ. То есть смотрите, целевая аудитория очень широкая, потому что они предлагают помимо методик, технологий и современных подходов рассматривать еще современные проекты, такие как культурный норматив в художественных практиках и неурочной деятельности. Это сегодня, вот, скажем так, инновация. На этот семинар мы должны будем набрать 25 человек. Семинар платный, значит, выдача сертификата на 16 часов будет стоить 1500 рублей, если вы 16 часов заявитесь на 16 часов. Если вы заявитесь на 36 часов, то сертификат, то стоимость этого курса будет 4500 рублей. И нам надо, чтобы обязательно было определенное количество участников, 25 человек, которые, в общем-то, готовы пройти этот курс. Опять обсуждайте это со своими руководителями, потому что в информационном письме это будет сказано, информация будет в ближайшее время разослана. Значит, вот оно готовится. Значит, регистрация на семинар и, наверное, информационное письмо мы после 25 октября, собственно, отправим уже по управлению образованием. Вот такая информация. Я бы, конечно, хотела, чтобы этот установочный семинар совпал с нашей конференцией, но, к сожалению, они выходят за рамки своего госзадания, и они определяют сроки проведения этого семинара на ноябрь. А мы конференцию перенесли с вами на другой срок, на декабрь, то есть мы с ноября перенесли на декабрь. Вот, поэтому вот такая у нас получается ситуация. Смотрите, когда вам будет удобно здесь появиться. Теперь следующая информация, которая уже запущена. С 14 октября идет прием заявок на региональный этап конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» в этом году. Значит, в этом году изменилась тематика материалов, но я не думаю, что прошлогодние темы этого конкурса не будут актуальны. В рамках республиканского конкурса все темы, которые заявлялись в прошлом году, и новая тематика, связанная с 75-летием Великой Отечественной войны, она будет актуальна. То есть если у вас есть, в общем-то, вы должны были готовиться к этому конкурсу заранее, и информацию я всегда публикую заранее, потому что циркулярное письмо Московской епархии я публиковала в июле на страничке ВКонтакте и в нашем сообществе. Если вы заходили, вы должны были это видеть. Вот. А сейчас мы публикуем материалы именно республиканского этапа. Ничего почти не меняется. С точки зрения формального участия все то же самое, что в прошлом году. То есть две номинации. Основная тематика – это темы прошлого года и темы Великой Отечественной войны. Уточнение тем можно увидеть в положении конкурса, которое сегодня должно было быть опубликовано в разделе «Деятельность конкурса для обучающихся» на сайте Института развития образования. И второй – роспись по фарфору. Если вы помните, роспись по фарфору – это эскиз, это не сама работа, это эскиз. И в данном случае здесь принимают участие взрослые дети, начиная с 16, заканчивая 18 годами. То есть это творческая профессиональная работа, где они демонстрируют свой профессионализм. И в данном случае это часть конкурса для специальных художественных образовательных заведений. То есть это для колледжа культуры, колледжа искусств, для детских художественных школ. То есть вот эта часть конкурса, то есть вот эта номинация, она связана именно с более
более профессиональным подачей вот этой темы. Темы, кстати, тоже связаны с Великой Отечественной войной. Значит, вот я здесь пишу, для участия в конкурсе необходимо в срок с 14 по 29 октября заполнить электронную форму заявки на республиканский этап конкурса. Вот здесь дается ссылка, как раз, так как у нас этот конкурс традиционно проходит в рамках республиканских рождественских чтений, образовательных рождественских чтений, то, собственно, и положение, и информационные письма, они связаны именно вот с таким крупным мероприятием. И мы, конечно, представляем этот конкурс на сайте именно рождественских чтений. Вот это ссылка на рождественские чтения. Эту ссылку вы найдете в положении, эту ссылку вы найдете в разделе деятельности и конкурсы для обучающихся, зайдете, и когда вы выйдете на страницу, там есть ссылочка на регистрацию. То есть регистрация, кнопочка регистрации. То есть электронную вы можете подготовить форму заявки в форме Word и загрузить ее, но на самом деле и она не поменялась с прошлого года, то есть содержание сохраняется то, что было в заявке прошлого года, потому что мы на Москву посылаем материал точно так же, как и в прошлом году. Затем с 29 октября по 1 октября, обратите внимание, не октября, до 1 ноября, ошибка у меня здесь вышла, не обессудьте, торопилась, сделала. С 29 по 1 ноября проводится экспертиза конкурсных работ. То есть эту работу будут просматривать эксперты, они будут просматривать работы в электронном виде, ставить свою бальную систему, и у нас формируется электронный рейтинг. Если помните, что у нас конкурс проводится по епархиям, то есть Сыктывкарская епархия и Воркутинская епархия. То есть 15 лучших работ по Сыктывкарской епархии будут отправлены в Москву, и отдельно 15 лучших работ по Воркутинской епархии будут рассматриваться именно как победители. И в этом году мы решили, что вот эти 30 лучших работ будут являться у нас победителями республиканского этапа конкурса. То есть эти 30 участников станут участниками республиканского конкурса. И в этом году мы именно сами будем готовить дипломы для именно победителей республиканского этапа конкурса. Но вы помните, что, опять же, у нас очень короткий срок. То есть для того, чтобы вы приняли участие в федеральном этапе или в международном этапе конкурса, детские работы в оригиналах должны быть отправлены в Москву. И вот для тех, кто проходит в эту рейтинговую систему 15 лучших работ, должны в очень короткий срок передать работы со всеми документами руководителям от епархий. В нашем случае по Сыктывкарской епархии вы передаете сюда, к нам в Институт развития образования, а по Воркутинской ссылка, значит, материалы и адреса даны в положении конкурса и в информационном письме. То есть сюда работы по Воркутинской епархии присылать не надо. То есть отправка идет через епархию, и епархия ищет средства для передачи этих работ для Москвы. Поэтому, что в прошлом году не получилась ситуация, чтобы работа пришла к нам сюда, с Воркутинской епархии, будьте внимательны именно вот в этом этапе. Теперь посмотрите срок. По времени 5-6 ноября. Очень коротко, очень оперативно, потому что нам, организаторам, придется сделать целый пакет документов для отправки, поэтому обязательно, если помните, работа, 2 листа согласования вы уже прикрепите в рамках нынешней заявки, копия паспорта или свидетельства о рождении и все остальные документы, они все остаются в силе к каждой работе. Это для тех, которые едут в Москву. В прошлом году у нас участники Московского попали в каталог Московской епархии, и если вы помните, я опубликовала материалы, что это они вышли на всероссийском уровне в каталоге. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши участники оказались там, пожалуйста, поторопитесь, будьте в этом плане оперативны. И если помните, то есть я не ограничиваюсь тем, что нужно сделать только отправить работы в Москву. Нам хочется, чтобы детские работы прошли и вариант выставки, да, то есть мы организуем республиканскую выставку работ, то есть работы, которые не ушли в Москве, но они являются участниками конкурса, они у нас принимают участие в выставке. И выставку мы в этом году опять проводим в Доме дружбы, она будет проходить 2 месяца, сроки оговорены, то есть где-то с 21 ноября по 25
1 января выставка будет экспонироваться в Доме дружбы. Поэтому работы мы будем до 21 ноября от остальных участников собирать. Документы, соглашения не надо, достаточно принести оформленную работу. Требования к оформлению работы я прописываю в положении. Да, то есть работа должна быть оформлена в твердое паспорту. Опять же объясню, те, кто был на выставке и видел эту выставку, они могли обратить внимание, если работа оформлялась на обычный лист ватмана, то формат работы всегда бывает разный, она начинает скручиваться, тем более у нас работа идет на подвесах. И выглядит это не эстетично, не красиво, не качественно. И если вы хотите, чтобы ваша работа выглядела в соответствии с ее позицией, пожалуйста, постарайтесь работы на выставку красиво предоставить. Если нету стекла, можно без стекла, но хорошее плотное паспорту, чтобы работа не крутилась, не закручивалась, и чтобы работу можно было посмотреть. Значит, здесь у меня дается ссылка 2 рождественских чтений, внизу ссылочка, и сегодня должны были опубликовать и положение, и заявку, есть ссылка на сайт регистрации. Ну вот его можно посмотреть, вот он так будет выглядеть, вы его увидите, он так вот выглядит. Значит, когда вы пишете регистрацию, у вас выходит такое окошко, да, и вот белое на зеленом фоне. Обязательно нужно соглашение о передаче прав на работу, соглашение на обработку персональных данных по Москве. Это не нам нужно, потому что для нас достаточно, если вы галочку поставите внизу, что вы согласны на обработку персональных данных. А эти соглашения, они оригинальны, и их делают для Москвы. Поэтому, если у вас нет образца, то его можно найти по ссылке, которая дается здесь. То есть там дается образец заполнения этих документов. И эти документы мы отправляем вместе с работой в Москву. Понятно, чтобы они были оригиналы, по крайней мере, вместе с работой должны быть принесены оригиналы. Если вы сейчас загрузите не оригинал, то в случае, когда работа идет в Москву, обязательно должен быть принесен оригинал. Ну и еще копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка обязательно, потому что это требование Москвы. Напоминаю, что должно входить в заявку. Вот здесь синяя таблица внизу. Это фамилия, имя, возраст ребенка. Очень плохо вы пишете возраст, вообще непонятно. То есть возраст ребенка, название творческой работы, кавычки не ставьте. Это очень сложно оформлять потом в документах. То есть вообще старайтесь оформлять все без кавычек. То есть фамилия, имя, возраст, название творческой работы, номинации. Номинации все указаны в положении. Область, город, село, обязательно тут проблем никаких нет. Учреждение указывать полностью, как у вас прописано в уставе. Это тоже очень важно. По какой епархии вы проходите, в Иркутинской или Сыктывкарской, обязательно следует указать. Обязательно указывается педагог, фамилия, имя, должность, место работы, номер телефона преподавателя и номер телефона руководителя. Вот все эти данные, которые есть написаны в таблице, должны быть написаны на обратной стороне рисунка карандашом или прикреплен лист с этими данными. То есть, когда вы приносите оригинал рисунка в Москву, вот эти данные заявки должны быть еще прописаны на обратной стороне рисунка. Пожалуйста, не забывайте это. Либо мне это делать, это мне слишком долго и слишком, в общем-то, хлопотно, поэтому постарайтесь это сделать самостоятельно. Это по красоте. Если возникают вопросы, пожалуйста, можно позвонить, можно по электронной почте спросить. Сегодня уже заявки пошли. То есть я очень рада, что кто-то проявляет уже активность, посмотрел внимательно всю информацию, и уже заявки стали публиковаться. То есть пошли детские работы, публикация детских работ пошла на конкурс. Пожалуйста, не затягивайте и, пожалуйста, принимайте в этом участие. Следующий вопрос, очень короткий, времени у меня всего совсем мало остается, и мне надо очень четко объяснить, как участвовать в конференции, поэтому смотрите. Очень кратко, вы на этом листе видите, что конференция проходит в 2 форматах. Первый формат, он идет у нас заочный с 14 октября по 25 ноября. Это время, когда вы можете загрузить материалы на сайт. И второй, с 4 по 5 декабря, непосредственное очное участие. В данном случае это секционное заседание, это все форматы, которые мы предусматриваем в рамках проведения нашей конференции. Но вы должны запомнить, что у нас эти форматы есть
виртуальные, они будут присутствовать на сайте. Можно принять в обсуждении до 25 октября. Если вы являетесь участником или слушателем этой конференции, вы можете принять участие в обсуждении тех материалов, которые будут опубликованы на этом сайте. То есть комментарии, если вы зарегистрированы, вы можете ставить комментарий под любым материалом. Мне бы очень хотелось, чтобы вы в этом тоже были, вы были заинтересованы, вам было это интересно. Естественно, программа конференции будет сделана только тогда, когда будет точно известно все количество участников, которые зарегистрировалось на сайте. Ссылки здесь даны. Я сейчас покажу этот сайт, поэтому мы с вами посмотрим. И программа может появиться после 25 ноября. Если конференция проходит 4-5, то мы где-то 2-3 декабря должны обозначить, собственно, программу конференции. Но если вы не сможете приехать, то есть мы будем рады, даже если вы примете участие, скажем, в таком удаленном формате, да, и не обязательно подъехать. А если вы приедете, это будет просто замечательно, если появится возможность побывать на этой конференции. Вот эту конференцию, в общем-то, заявило Республиканское методическое объединение. И я, по своей силе решила привлечь к организации очень много учреждений, образовательных организаций, не только образовательных организаций, но и организаций образования культуры. Я думаю, что поддержка преподавателей художественного образования, а это могут быть и преподаватели области изобразительного искусства, музыки, театрального и, скажем так, и хореографического искусства, то есть танцевального. Мы хотим как можно больше увидеть опыта области преподавания искусства в рамках этой конференции, чтобы было видно, что у нас в республике эта работа проводится очень широким планом, и таким образом транслировать опыт республики во всероссийском уровне. Вот смотрите, вот здесь я публикую опять, что нужно сделать. Я очень быстро, потому что очень времени мало. Вот здесь я указываю внизу, что обязательно входит в систему регистрации. Регистрация идет в электронном виде, то есть я не жду от вас бумаги, или чтобы вы мне присылали вот эту заявку на бумажном варианте. То есть достаточно, если вы зайдете на сайт, да, и, собственно, зарегистрируйтесь в электронном виде. Вот, пожалуйста, здесь я показываю страницу сайта. Вот она так выглядит, страничка первая. Здесь есть кнопочка регистрации. И собственно, ссылка на регистрацию. Когда вы нажимаете регистрацию, выходит вот это окошко беленькое, где написано, что надо указать: логин, e-mail адрес, пароль, дважды нужно повторить, фамилия, имя, отчество полностью, телефон полностью, организация, ну и, собственно, там дополнительные сведения, которые вы можете указывать, которые не можете указать. Все, что под галочкой, под звездочкой, это обязательно. То, что звездочки не имеет, это значит можно не писать. Значит, почему обращаю внимание на эту кнопку логин? Здесь вы можете любой логин придумать, но я думаю, что мы люди с вами в данном случае открыты, можем писать имя, отчество. Вот, e-mail тот, который вы активны, на который вы активно получаете свою электронную почту и корреспонденцию, иначе к вам придет ссылка о регистрации, вы ее не получите. Обязательно просматривайте папку спам, потому что ссылка может попасть в папку спам, и потому что надо будет после регистрации, после нажатия ссылки зарегистрироваться, к вам на электронный адрес придет ссылка, по которой вы снова войдете на эту страничку, но уже войдете как участники, а не как регистрация. И у вас исчезнет кнопка регистрации. Вы станете уже участником этой конференции. Так, обязательно пароль пишите дважды, записывайте логин и пароль на отдельном блокнот и сохраните его, чтобы вы могли в любой момент войти на этот сайт и чтобы вам 10 раз не перерегистрироваться на этом сайте. Пишите фамилию, телефон организации. Телефон пишется для очень быстрой связи. Но организация, естественно, нам хочется знать, какой уровень организации, в какой организации вы работаете. Ну и так далее. То есть вот такая ссылочка. Теперь, собственно, форма участия. Я в письмах об этом прописывала, обсуждались, постоянно мы об этом обсуждаемся, может быть, не совсем вам до конца понятен, но я должна сказать, что я очень хорошо знаю
категория моих коллег, это музыкантов, художников, театралов, которые не занимаются научно-методической деятельностью в полной мере, и чем проще они свои материалы публикуют, тем лучше. То есть в данном случае, чем хорош формат нашей конференции? То есть если вам нужен статейный вариант, то, пожалуйста, статейный вариант предлагается в публикацию Ринцевского сборника. То есть в данном случае вы готовите статейный вариант до 5 страниц, требования прописаны в информационном письме к оформлению этих материалов. Эти материалы вы проверяете сами. Мы надеемся, что вы это сделаете качественно, прежде чем опубликуете этот вордовский файл. И, собственно, больше 5 страниц мы не принимаем, то есть это все-таки требования организации сборника. То есть постарайтесь в 5 страниц основную мысль, основную идею своего материала выложить. И это будет платное. У нас конференция платная, потому что республика не дает нам деньги. Мы это делаем в рамках Республиканского методического объединения, а это у нас общественная организация. Собственно, мы силами общественной организации эту конференцию проводим. Поэтому участие платное. Я не думаю, что 300 рублей за участие во всех форматах – это большие деньги. То есть можно, в принципе, их найти, тем более возможность при оплате оргвзносов 300 рублей вы можете принять участие во всех форматах конференции. Это и в выставках, это и в конференции, в обсуждении конференции, и в публикации докладов в электронном виде. То есть такой формат как раз он не платный. Если вы делаете доклад в рамке презентации, то это не платный. Вы оплачиваете только участие. Вот. И участие в выставке вы можете сделать рекламу своей образовательной организации. Я думаю, что как раз чем хорош этот формат, что мы на сайте можем предоставить весь диапазон художественного образования, который у нас существует в республике, и программы, интересные программы, которые реализуются у нас в республике. Да? То есть вы можете сделать или рекламу интересной программы, это даже в большей степени относится, наверное, к руководителям отделений. Да? Согласна, Надежда Александровна? Да, потому что в данном случае это формат, позволяющий пиарить вашу организацию. И это относится к некоммерческим организациям и к частным организациям. Они тоже могут сделать рекламу своей организации в рамках вот именно этой выставки. И еще формат участия в выставке творческих работ. Если вы помните, что я давно уже провожу формат педагогического вернисажа «Пути творчества», и я не хочу, раз я провожу в этом году, организуем конференцию, я не хочу, чтобы этот формат отсутствовал, и мы его расширяем в этом году формат. Но в данном случае он не идет в формате конкурса, а идет в формате выставки. То есть это творческие работы, то есть это художественные работы, музыкальное исполнение, исполнение музыкальных произведений, исполнение вокальных произведений. Это может быть постановка спектакля, балета, то есть видеоролик минуты на минуты-полторы, где вы демонстрируете вот этот формат творчества. Я думаю, что он был бы очень интересен и полезен для всех. То есть эта ситуация как бы выбора. Дизайнеры, пожалуйста, ваши дизайнерские наработки. То есть это публикуется в форме или видеоролика, или звукового форматного ряда, или фотографии, или в данном случае вы не сам видеоролик публикуете, а ссылку на YouTube, загружаете на YouTube и потом ссылку ставите. И я думаю, что как раз это будет очень интересно знать, на каком уровне творческая деятельность наших педагогов проходит здесь. Вот это такой формат. И еще участие как мастера. Тоже в рамках педагогического вернисажа мы проводим фестивали мастер-классов. Мастер-классы у всех есть, это и у вокалистов, и у музыкантов, и у хореографов, и у учителей изобразительного искусства. Я думаю, что у вас есть очень интересные наработки, с которыми вы хотели поделиться. Значит, тут тоже два формата. Уже проведенный мастер-класс, он может быть представлен или в виде записи этого мастер-класса, или презентации, в котором фотографии выставляете, но с комментариями, или просто заявить мастер-класс, который вы готовы бы провести в режиме в очном формате. Да, то есть в таком случае мы постараемся организовать его в очном формате, этот мастер-класс, и пригласить слушателей. То есть несколько вариантов. Собственно, почему задумана была идея конференции? Уже у нас в республике есть представители Союза
Международного союза педагогов-художников. Они очень разрозненные, и нам бы хотелось еще в рамках конференции провести формат съезда, чтобы мы организовали свой региональный союз и начали сотрудничествовать с Международным союзом педагогов-художников московским и непосредственно в формате работы. Вот еще предполагается такой формат. Вот эти форматы. Пока мы, чтобы себя заявить в заявке, мы показываем через какой-то материал. Это может быть ссылка на видеоролик, ссылка на звуковой формат, ссылка на презентацию или сама презентация. Может быть, это текст конспекта, текст доклада, может быть, это презентация доклада. Ну, только в случае, если вы делаете научную статью, мы делаем эту публикацию в РИНС. То есть о научной статье требования сохраняются, как в любой научной публикации. Вот, поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание. Если будут возникать вопросы, пожалуйста, звоните к организаторам на сайте конференции. Сейчас я вот не знаю, сейчас сниму СКС, я вам покажу, что у нас есть вот эта конференция, я показываю ее страницу. Обратите внимание, пока еще форматы не здесь представлены, организаторы, которые дали предварительное согласие нам помочь. И у нас уже есть площадки, которые есть, это вот конференциальная площадка, да, вот мы здесь можем видеть, что у нас тут, видите, вот эти направления, которые мы с вами рассматривали. Мастер-классы, здесь будут представлены материалы. Вот педагогический вернисаж пути творчества, основные декоративно-прикладное, народное, дизайн, изобразительное, музыкальное, театральное, хореографическое. Пожалуйста, можно представить. Выставка организаций, реализующих программы художественного образования, собственно, и вот Союз педагогов-художников. И вот координаторы, мои коллеги, это Ольга Валентиновна Воровская, вот здесь электронный адрес представлен, это Институт педагогики Сыктывкарского государственного университета и Павелецкая Вита Федоровна. Они пока в координаторах мне помогают. При этом мы можем просмотреть материалы и лучшие материалы вывести на очный формат. То есть, когда мы сначала опубликуем, то есть мы можем вывести в очный формат. И, значит, очный формат будет интересен для того, чтобы можно было принять участие. Так, и, собственно, наверное, по конференции все. Я думаю, что с этим сайтом можно будет познакомиться. Несколько информации я сейчас дам, потом передам слово Надежде Александровне. Еще я должна вам сообщить о том, что 28 октября на базе детской художественной школы города Ухта проходит круглый стол, связанный с реализацией федеральных государственных требований, опыт, проблемы, перспективы. Если кто-то вдруг в это время окажется в Ухте, могут присоединиться, принять участие с нами, пообщаться. Я выступаю в роли модератора, и я буду очень рада с ухтинцами встретиться, если вам нужны будут какие-то вопросы, и привлечь вас к участию в нашей конференции. И, может быть, подойдут коллеги из школ музыкальных, да, я думаю, что будет полезно, если они подойдут, и мы с ними пообщаемся. И должна сказать, что традиционно у нас на базе Института развития образования проходят выставки. Уже у нас прошли выставки гимназии искусств, прошли выставки преподавателей Эжвинской детской художественной школы, города Емвы. В этом году у нас экспонируются работы преподавателей отделения изобразительного искусства и дизайна детской школы искусств города Сыктывкара. Можно прийти и посмотреть. То есть, и вы помните, что все материалы мы публикуем, которые вы к нам присылаете. Ко мне сейчас активно стали приходить материалы из Ухты. Я просматриваю эти материалы, рецензирую, мы работаем с авторами. И мы всегда все материалы доводим до публикации. Поэтому, пожалуйста, имейте в виду. А сейчас я слово предоставляю Надежде Александровне Жуковой. Она скажет по турниру. И я с вами прощаюсь. Надежда Александровна прокрутит ролик до конца, да, то есть там решение съезда, информация с электронными адресами там дается в конце ролика в этом случае, поэтому, коллеги, на меня очень легко выйти, телефон открыт, электронная почта в полной мере просматривается моя ежедневно, поэтому, если какие-то вопросы возникают, пожалуйста, звоните, пишите, я буду рада ответить на ваши вопросы. Я с вами прощаюсь. Надежда Александровна, вам слово по турниру. Да. Поближе, я еще одну РБО. Спасибо, Наталья Геннадьевна, вам за интенсивную информацию. Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю Сыктывкарский гуманитарный педагогический колледж имени Ивана Алексеевича Куратова.
В частности, являюсь преподавателем и методистом отделения музыкального образования, дизайна и сервиса нашего колледжа. Я преподаватель-музыкант и занимаюсь музыкой как музыковед и квалификация учитель музыки, музыкальный руководитель. И в течение 2019-2020 учебного года наш колледж совместно с Министерством образования Республики Коми выступает организатором 3-го республиканского творческого турнира по музыке для школьников, который имеет тематическое название «Край ты мой рябиновый» для школьников 4 классов общеобразовательных школ. Вот небольшая предыстория турнира. Творческие турниры в свое время были организованы на базе педагогического колледжа номер 2 Сыктывкарского музыкальным отделением. И уже проводится по счету 6-й турнир. Было проведено 3 городских и 3-й республиканский. Каждый турнир проводится для какого-либо класса с школы и имеет тематику. Ну и в преддверии столетия Республики Коми, столетия колледжа в 2021 году было решение совместно с учителями музыки республики организовать турнир именно для 4 классов и именно на региональную тему. Ну, так называемый этнокультурный компонент, региональный компонент – это очень важная составляющая музыкального образования, и он предусмотрен в ГОС основного общего и начального образования. Но представляются некоторые известные сложности именно в реализации его. И вот наш турнир как раз направлен на преодоление этих проблем и популяризацию народного творчества и творчества композиторов Республики Коми. В целях повышения уровня музыкальной культуры обучающихся, создания оптимальных условий для выявления музыкально одаренных и талантливых школьников, их дальнейшего творческого развития, профессиональной ориентации, как раз и проводится 3-й республиканский творческий турнир. На данный момент я хотела бы озвучить вот такую важную информацию. С 12 октября по 12 ноября проводится прием заявок на турнир. Со всей республики участниками турнира могут выступить школьники 4 классов. Должен участвовать весь класс. И всю информацию можно получить как раз на сайте Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа, которую я сейчас эту вкладку и покажу. Заходите на сайт колледжа, это можно легко сделать в поиске СГПК или СГПК имени Куратова. И на главной странице высвечивается вкладка «Турнир», 3-й республиканский творческий турнир школьников по музыке. Зайдя на эту вкладку, мы обнаруживаем информацию к приглашению. Турнир состоит из 3 этапов. Первый этап уже начнется 14 ноября и продлится по 23 ноября 2019 года. Второй этап запланирован с 17 февраля по 22 февраля 2020 года. И 3-й этап уже 17-18 апреля. 2 первых этапа идут в дистанционной форме. Первый этап – это онлайн-тестирование, содержанием которого является, о котором я еще немножко поясню попозже. Второй этап тоже онлайн-тестирование и музыкальная викторина. И 3-й этап очный, это участие в конкурсных заданиях. Ну, со всей информацией вы можете ознакомиться в положении, которое прикреплено на вкладке «Турнир». И в целях популяризации турнира уже с марта месяца оргкомитет турнира рассылает информацию по школам республики. Скорее всего, получены коллегами эти письма с положением, с формами, заявок, с материалами для подготовки к турниру. И я от своего лица, от имени оргкомитета призываю активнее принимать участие в этом мероприятии, которое
без сомнения явится не только важным делом в развитии школьников, но и вообще в приобщении к нашей национальной региональной культуре. И еще важная новая информация. Заявка на данный момент еще более упрощена. Ее новая форма заявки тоже прикреплена во вкладке «Турнир». И сейчас идет рассылка по школам республики и по некоторым уже персональным адресам. Эти заявки будут приходить в течение рассылка будет приходить в течение этой недели, она уже началась. И обращаем ваше внимание на изменения, на упрощение в форме заявки. Я поясню, что в этой заявке необходимо указать списочный состав учащихся 4 класса, принимающих участие в турнире, фамилия, имя, отчество каждого участника, и указать необходимые данные. И уже дополнительная информация, как будет происходить система первого этапа, будет сообщена. Напоминаю, что первый этап – это онлайн-тестирование, необходимые технические условия. Опять же, отсылаю вас внимательно изучить положение. Участие оно бесплатное в первом и втором этапе, но и в третьем этапе уже предполагается некоторый организационный взнос. В целях подготовки к первому этапу и к турниру были разработаны материалы. Они были озвучены уже на круглом столе республиканском, который проходил 27 марта на базе колледжа имени Куратова, и собрал и очных, и дистанционных участников. Материалы подготовлены по нескольким направлениям. Это мифы и легенды, коми-мифы и легенды, коми-народные музыкальные инструменты, коми-народное музыкальное творчество и композиторское творчество. Опять же, я уже не буду озвучивать подробности. Это в основном музыка представителей Союза композиторов Республики Коми, самая основная, базовая. И как найти записи, мы постарались с комиссией методической все скомпоновать и для изучения сформировали вот эти методические материалы. Ну, конечно же, это творческое мероприятие, и нужно подготовиться, изучить некоторую литературу. Достаточно будет базовых источников, интернет-источников, чтобы подготовиться к этому мероприятию «Турнир». Ну и напоминаю еще раз, что с 12 октября уже начался прием заявок, и он продлится до 12 ноября включительно. И 14 ноября день дается на подготовку участников, и с 14 ноября уже будут нашими техниками подготовлены списки и информация, когда мы ждем от вас уже участие в первом этапе. По всем вопросам, возникающим как в форме подачи заявок, какие-то разъяснительные вопросы по содержанию, по технической стороне этого мероприятия, просьба изучить положение, обращаться в оргкомитет. Озвучу некоторые фамилии, как Уточкина Елена Юрьевна, Токмакова Елена Николаевна, Чичкарева Наталья Александровна. Их контактные телефоны указаны в положении, я уже не буду их сейчас повторять. Это можно зайти на сайт колледжа, вкладку «Турнир», скачать положение и ознакомиться со всеми контактами, телефонами, адресами. Напомню, что также можно по электронной почте связаться с оргкомитетом. Это музотдел Яндекс.ру, тоже этот адрес указан в положении. И в частности вопросы можно задавать мне, Жуковой Надежде Александровне, как методисту специальности музыкальное образование и члену методической комиссии. Мои контактные данные находятся
на отделении музыкального образования, дизайна и сервиса. Сейчас я показываю. Во вкладке «Отделение сегодня». И методист Жукова Надежда Александровна. Телефон стационарный кабинета и e-mail Н. Жукова, СГПК нет. Очень надеюсь, что информацию, которую я озвучила, она актуальна. И интересующиеся турниром, напоминаю, что это для школьников 4 классов, как реализующих как раз интенсивнее, наверное, остальных классов этот этнокультурный региональный компонент, связанный с комик-композиторским и народным творчеством. Школьники других классов будут принимать участие уже в следующих турнирах. У нас классы варьируются, чередуются. Уже было для 5, для 6, для 7 классов. Вот в этом году для 4. Пожалуйста, звоните, обращайтесь, выясняйте. Мы ждем вас в качестве участников со всей республики. Турнир республиканский, поэтому подать заявку может школа любого административного пункта нашей республики, где есть 4 классы, где есть учителя музыки. Мы ждем ваших заявок в турнире. Будем рады сотрудничеству, вашим вопросам, пожеланиям. Напоминаю, да, что в разделе на главной странице вкладка «Турнир» прикрепленные файлы, положения, материалы для подготовки и заявка. Если возникают какие-то вопросы, в положении изучаете контактные телефоны, обращайтесь, и вам будет дано разъяснение и по содержанию, и по технической, возможно, стороне процесса. Напоминаю, что первый этап онлайн-тестирования в системе Moodle, так что потребуется компьютерная техника и требования технического сопровождения. И вот основная информация. Конечно, региональная тема очень интересна, и в целом я могла бы ее продолжить. Ну, а также, кроме турнира, который, конечно же, является таким ключевым мероприятием 2019-2020 учебного года, наш колледж, в частности, отделение музыкального образования, дизайна и сервиса, реализует различные мероприятия, на которые тоже есть ссылки на сайте колледжа. Те, кто находится в Сыктывкаре, в городе, могут подойти, поучаствовать в качестве зрителей, вообще заглянуть в колледж и как-то встретиться с руководством, если есть необходимость. Я как соруководитель Республиканского методического объединения в области искусства в разделе «Музыка» готова ответить на возникающие вопросы учителей музыки по контактным телефонам, по электронной почте, и открыты для ваших вопросов, предложений, рекомендаций, встреч. Мы ждем вас в колледже и на республиканском творческом турнире.